В Новый год вместе с Радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии. Меня зовут Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на нашем сайте Крым Реалии. Напоминаю, что мы выходим по будням в Крыму в 9:35, в 19:30 или в 8:35, 18:30, соответственно, по киевскому времени. Тема дня. И сегодня мы говорим о таких интересных процессах, происходящих в Крыму. С одной стороны, из-за аннексии полуострова, только по официальным данным, больше 27 тысяч человек покинуло Крым. Многие из них это этнические украинцы, крымские татары. В то же время в Крым активно переселяются россияне именно из материковой части Российской Федерации. Причем часто так получается, что они имеют привилегии по отношению к людям, всю жизнь прожившим в Крыму. И вот можно ли сегодня говорить о возрождении такой советской политики целенаправленного замещения населения или размывания его? И вот какая идентичность сформируется у теперь живущих в Крыму людей с помощью властей России? Вот обо всем этом мы сегодня поговорим с членом Меджлиса крымско-татарского народа Эскендером Бариевым и с психологом из Крыма Ларисой Волошиной. А для начала предлагаю послушать короткую справку от моих коллег. Репортаж. После аннексии президент России Владимир Путин говорил о дружбе народов и многонациональном населении полуострова. Кстати, сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова почти 1,5 миллиона русских, 350 тысяч украинцев и порядка 290-300 тысяч крымских татар. Об изменении этнического состава Крыма в начале 2014-го предупреждал российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов. Для обеспечения гигантской военной базы не нужно 2,5 миллиона человек. Тем более там не нужны те, кто не будут являться лояльными так называемой новой власти. Грубо говоря, называются этнические чистки. Депортации разного рода. А вот по данным российской статистики, население Крыма за время аннексии увеличилось. На работу приезжают чиновники, силовики, военные из соседней России. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает такое переселение незаконным. Вони поселяються незаконно. Кожна людина, яка поселилася в Криму з моменту початку окупації, вони мають знати, що після деокупації Криму чи в момент деокупації вони мають виїхати, покинути Крим. Пока одни приезжают на полуостров, другие его покидают. Международные организации обвиняют Россию в преследовании крымско-татарской общины и проукраинского населения. В Москве это отвергают. В декабре в документах ООН Россия впервые была названа государством-оккупантом, а Крым – временно оккупированной территорией. Документ осуждает притеснение прав человека по отношению к жителям Крыма, в частности, крымским татарам. Оксана Давыдова для Крым Реалии. Репортаж. Ну, я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Вы слушаете нас на средних волнах. В гостях у нас Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. И говорим мы о вот такой политике то ли замещения, то ли разбавления крымского населения приезжими людьми. Эскендер, в Женеве не так давно на форуме ООН по вопросам национальных меньшинств, Комитет по правам человека, это был, да, вы открыто озвучили мысль о том, что в Крыму проводится политика именно замещения местного населения приезжими людьми. Что дает основание так говорить? Добрый день, доброе утро. Ну, однозначно мы, прежде чем заявлять об этом, мы проводили свой анализ. Соответственно, мы работали и с данными официальных органов статистики на оккупированной территории. Ну, территориальные, в частности, это территориальный орган федеральной статистики по Севастополю и, соответственно, по Республике Крым. Кроме того, мы руководствовались данными, которые были оглашены в
в отношении вот выборов, это список избирателей, и, соответственно, мы проводили динамику и сравнивали то количество людей, которые были, или количество избирателей были в 2012 году, или то количество населения, которое было в Севастополе и в Автономной Республике Крым до оккупации, до 1 января 2014 года. И, соответственно, мы увидели реальную картину. Кроме того, ту политику, которая проводит, она, особенно крымским татарам, она известна. И то, что вот вы сегодня сказали, это даже не советская политика, это политика имперской России, которая сразу же после аннексии Крыма с 1783 года начала политику замещения населения для того, чтобы полностью контролировать эту территорию. И мы являемся свидетелями тех исторических событий, когда в Крымском ханстве крымские татары практически составляли 4-6 миллионов, ну, по разным данным, но есть эти статистические данные. При всем том, к 1944 году крымские татары были тотально депортированы из Крыма. То есть и депортировали на тот момент около 200 тысяч. Ну, там есть данные СБУ, 208 тысяч человек. То есть мы видим ту политику царской России, когда проводилось или вынуждались вот эти вот массовые переселения, массовые миграции, и поэтому сегодня мы видим крымских татар больше за пределами Крыма, нежели в самом Крыму. Кстати, к примеру, диаспора в Турции, по разным подсчетам до 5-6 миллионов, в Румынии и так далее. И поэтому, возвращаясь к тому вопросу, о чем вы говорите, но, во-первых, мы увидели, что только вот по Севастополю, если мы будем сравнивать цифры населения официальных, насколько изменились, это примерно изменилось на 41 775 тысяч человек. Это один Севастополь. Прибавилось. Да, прибавилось. Это считаю, что некоторые люди уехали еще. Да, а уехало из Севастополя, кстати, я поправлю вас немного, потому что на тот период мы давали цифру 27 тысяч человек, это официально, которые зарегистрировались, выехали на территорию Украины. На сегодняшний день такая цифра 29 556 человек. Это из них 5866 человек из Севастополя, и, соответственно, 23 700 человек из Крыма. При этом мы должны тоже понимать, что не все люди, которые вынуждены были выехать на материковую часть Украины, зарегистрировались. То есть это данные официальные социальных служб, соответственно, Министерство социальной политики. И поэтому мы смело эту цифру можем умножать, в 1,5 раза. Но обычно, я думаю, любой демограф согласится со мной в этом плане, или исследователь в этом вопросе. Теперь, что касается тех цифр, которые в Крыму. Мы видим замещение, мы видим то, что с материковой части Российской Федерации приезжают люди, которые приезжают в первую очередь, это военнослужащие, это работники государственной службы, вы правильно сказали об этом. И, кстати, есть и объявления по всей России, что есть вакантные места, соответственно, предоставляются и жилье, и высокая заработная плата, и так далее. Кстати, политика такая сейчас вот прослеживается, что люди, приезжающие из других, из России, да, материковой, скажем так, в Крым, они имеют, особенно если мы говорим о силовиках, военных, чиновниках, сотрудниках МВД, ФСБ и прочих, они имеют более гарантированные квоты в детских садах для детей, в школах. Да, у них есть какие-то программы с подъемными деньгами и с какими-то дотациями. И причем это не скрывается. Об этом пишутся, соответственно, в комитетах по трудоустройству, по информированию. И, соответственно, мы видели неоднократно, наши активисты видели такие объявления. И, соответственно, согласно этим объявлениям, мы видим, что есть недоверие к местному населению, во-первых. Во-вторых, это и понятно, потому что, чтобы контролировать территорию, нужно ввести своих граждан, которые, соответственно, будут выполнять эту работу. И тогда вот в Женеве я озвучил цифру, что не менее 120 тысяч человек, которые приехали на территорию Крыма. Как я уже... то есть это примерно около 5% получается... Это даже по разным цифрам. Если по Севастополю у нас получалось более 12%, по Крыму немножко меньше. Но мы должны еще понимать другой момент. Это цифры официальные. А сколько людей, которые приехали в Крым с целью, вплоть и до криминалитета, вплоть до тех до кто-то бизнесменов, просто жилье купил,
какой-то кто-то бизнес просто был, да? жилье купил, кто-то просто ищет какую-то лучшую жизнь и так далее. И поэтому мы можем смело говорить, что 120 тысяч — это минимальная цифра, на которой мы можем основываться. Кроме того, есть эти официальные заявления работников статистики Российской Федерации, которые предполагают, что в Крым до 2030 года может увеличиваться население на 297 тысяч человек. Это только Автономная Республика Крым. За счет переселенцев. То есть здесь мы не можем за такой короткий срок говорить о естественном приросте. Тем более для Крыма за все эти последние годы всегда был естественный прирост отрицательным. И поэтому по Севастополю речь была о том, что даже они готовятся принять до 160 тысяч. Ну, с учетом того, что это база. И говоря об этом, мы видим, что все-таки у Российской Федерации существует, возможно, такая государственная политика, чтобы проводить это замещение. Причем, то, что вы как раз и напомнили, в ноябре месяце Третьим комитетом ООН, это комитет по социальным, гуманитарным вопросам, Да-да. это один из главных комитетов, была принята резолюция. И эта резолюция была подтверждена уже Генеральной Ассамблеей ООН. И это очень важно для нас. И в своем выступлении я в первую очередь поблагодарил страны-участницы или страны-члены ООН, которые поддержали данную резолюцию. Таким образом, мы можем четко фиксировать то, что это международное преступление, согласно Женевской конвенции 1949 года. И поэтому сейчас наша задача четко фиксировать, об этом, соответственно, информировать. И как сказал председатель Меджлиса Рифат Чубаров, эти люди, которые будут приезжать в Крым после оккупации, они должны понимать, что рано или поздно они должны будут Крым покинуть. Ну, теперь это уже на уровне, ООН, да, международном, как бы зафиксировано. Да, но нам это получается. надо фиксировать, и над этим надо серьезно работать. В смотрите. противном случае мы получим, что коренное население и проукраинское население, то есть то местное население, которое сформировалось за последние 20 лет, оно вынуждено будет, оно будет меняться. Ну, да, тут же вопрос в чем, покидать. что есть люди, которые живут давно, да, уже в Крыму, они могут не иметь такой проукраинской даже позиции, да, но они жили там при советской еще в Крымской области УССР, да, потом они жили в Автономной Республике Крым в составе Украины. Сейчас они могут быть не проукраинской, там, допустим, позиции какой-то, но они знают, с чем сравнивать нынешние свои реалии. Сейчас они разбавляются... Я с вами полностью согласен. Я как людьми- раз-таки, у меня диссертация в свое время была на тему государственная политика Украины, социокультурная адаптация, интеграция крымских татар в украинское общество. Так вот почему я назвал 20 лет последние, да, не считая времена оккупации. Вот за это время у тех людей, которые жили и, созидали, скажем, в Крыму, да, у них могли быть разные политические взгляды, у них могли бы быть разные там взгляды на принадлежность государства, но это сформировался некий социум, и здесь социокультурные факторы и факторы психологии. И, соответственно, уже те русские, которые условно были в 1991 году, и те русские, которые были в 2013 году, крымские русские, это другие русские. Или те же крымские татары, которые приезжали в 1991 году и которые в 2013 году, это тоже совершенно разные крымские татары. И, соответственно, мы, конечно, притирались друг к другу, мы общались, и сформировалось то сообщество, которое интегрировалось друг в друга. Вот о том, как общество меняется, какие законы, психологии общества, да, социума, предлагаю сейчас обсудить еще у нас на телефонной связи психолог Лариса Волошина. Доброе утро. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот такая позиция России, ее действия в Крыму, которая направлена на то, чтобы создать как можно более комфортные условия для людей, переезжающих с материковой части России, да, и не менее комфортные, скажем так, условия для тех, кто всегда жил в Крыму. На ваш взгляд, это стечение обстоятельств, что так вот происходит, либо же это целенаправленная какая-то политика изменения или размытия и самоидентификации какой-то крымчан?
Смотрите, дело в том, что когда мы говорим о Крыме, мы должны понимать, что в Крыму Россия, с Крымом Россия работала все 20 лет. Мы помним о том, что впервые идея присоединения Крыма к России, выхода из состава Украины, она была озвучена первым и последним президентом Крыма, При Мешкове еще, да. господином Мешковым, и он избирался в том числе и под патронатом Затулина. Когда с ним работал, всячески его поддерживал Константин Затулин, всем нам известный. Когда мы говорим о Крыме, мы должны понимать, что Россия создала, это действительно была российская политика, создать в Крыму очень четкую региональную идентичность. Например, те, кто жили в Крыму, они помнят о том, как преподавались крымские новости на крымских телеканалах или вообще новости. Там говорилось, например, Виктор Янукович встретился с кем-то, и Виктор Янукович принял кого-то, подписал такой-то закон. И тут же президент Владимир Путин. То есть это было формирование определенного понимания себя, как некое сообщество, которое оторвано от Украины, которое является чем-то другим. Это то, что психологи называют островной психологией, островной ментальностью. То, что делала Россия дальше, после того, как она оккупировала Крым, ей, естественно, не нужна вот это крымское четкое сообщество, крымская самоидентификация. Искандер Бариев у вас уже сказал о том, что это правда. Там русские Крыма, крымские татары Крыма, украинцы Крыма. Это было особое сообщество, которое со временем прижилось, интегрировалось друг в друга. И это был особый мир. Сегодня Россия всячески этот мир разрушает. Поэтому здесь используется несколько тактик, которые... Это такая двуступенчатая программа, она абсолютно очевидна, она видна. Например, эту программу ее прекрасно описывал Бруно Беттельхейм. Это исследователь, это психолог, исследователь идеологии нацизма. Он исследовал, как тоталитарные идеологии, как тоталитарное государство работает с личностью человека, разрушает полностью личную самоидентификацию, такую способность психики к сопротивлению для того, чтобы превратить людей в единую массу, подчиненную... Ну, в более однородную такую, да, я правильно понимаю? Да. Скажите, да, вот в результате, что в результате, какой конгломерат, какое сообщество может сформироваться в Крыму? Насколько сильно влияние вот этих 5 на данный момент, там, ну, условно говоря, процентов на общую массу людей? Смотрите, вот те, которые заезжают, люди сейчас в Крым, во-первых, они ведь заезжают в большинстве случаев как чиновники или работники военной сферы. У них другая оплата труда. Для них они по-другому живут. В России есть программы льготной покупки жилья в Крыму и так далее. То есть представьте себе, что местные крымчане чувствуют себя в этой ситуации как люди второго сорта. Очень часто с крымчанами, когда задаешь им вопрос, как вы живете, получаешь ответ, что все прекрасно, чудесные пенсии, вообще все чудесно, но только нас уволили. Ну, понятно. Им взамен подсовывают программу, например, вот есть официально на сайте так называемого Министерства имущественных и земельных отношений Крыма, им предлагают программу, например, дальневосточный гектар, езжайте, пожалуйста, мы вам там. То есть это такое мягкое выдавливание, мягкое перемешивание. Это мягкое выдавливание, потому что, во-первых, общество ломает его, разрушают у него вот эти общие связи, самоидентификацию региональную как сообщество. А во-вторых, когда эти связи будут разрушены, часть людей будет полностью подчинена идеологии, лидеру и стране, то есть она утратит здоровые взрослые черты взрослой личности, а другая часть, которая не сможет переступить, просто уедет. То есть, в принципе, мы сегодня можем говорить о том, что абсолютно очевидно, в Крыму Российская Федерация проводит политику уничтожения крымского сообщества. Спасибо большое. Я напомню, что это с нами на связи по телефону была психолог Лариса Волошина. Искандер, если вот говорить вот то, о чем мы сейчас немножко затронули в разговоре с Ларисой Волошиной, да, не секрет, что еще до аннексии, году в 2012-2011, тогда Генконсульство российское предлагало крымчанам всяческие программы переезда. На Ямал, точно знаю, предлагали, в Кемерово предлагали, в Западную Сибирь. Вот. И тогда это объяснялось тем, что там людей не хватает, там нужны рабочие руки, там нужна свежая кровь. А теперь, получается, там людей не хватает. Вот дальневосточный гектар, пожалуйста, переезжайте в Мурманскую область, дадим вам и дома, и землю, и все. Вот. Но в Крым людей прислать люди есть.
Так получается. Я как раз хотел добавить, когда вот мы говорим о той о формировании общественной психологии в Крыму, как раз-таки целенаправленная политика Российской Федерации, чтобы выдавить тех людей, социально активных людей, которые влияют на общественную психологию. И те люди, которые сегодня находятся за пределами Крыма, соответственно, они не могут так вот влиять именно внутри. И кроме того, мы же видим, что Российская Федерация делает все, чтобы не было свободных собраний, чтобы не было свободных общений и так далее. Я еще хотел бы обратить еще на один показатель, который над которым нужно еще поработать, потому что у нас нет возможности полного допуска к медицинской статистике и так далее. Это смертность. Да. Вот как раз-таки, что мы заметили. За 2014-2015 год по сравнению с 2013-2012 годом смертность по Крыму увеличилась на несколько тысяч. И, соответственно, если мы возьмем по регионам, и именно смертность увеличилась в сельской местности. Но я вам скажу такое, то, что меня обеспокоит, как члена Меджлиса крымско-татарского народа, как раз-таки крымские татары сегодня в Крыму живут 70% в сельской местности и 30% в городской. Ну, меняется, и поэтому, получается, баланс и соотношение. Да, нет, дело в том, что под тем давлением, которое совершает репрессивные действия Российская Федерация, в том числе увеличилась смертность среди населения из-за страха, психического воздействия и так далее. Общей напряженности. Спасибо. Я напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был Эскендер Бариев. Говорили мы о политике российской замещения или разбавления крымского населения приезжими людьми. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Наши вечерние программы обычно слушаете в 18:30 по Крыму или в 19:30 по Крыму или 18:30 по Киеву. С вами был Максим Кошелев. Услышимся. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.